вопрос. Максимум час, потому что... Небольшой. Да. Всё. Это не всем здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем мероприятие, посвященное отстроению Государственного русского драматического театра УРФ на сцене Татарского государственного драматического театра имени Гаскара Камала. И сегодня наши спикеры. Главный режиссер Русского драматического театра Яков Лалукин, народный артист Удмуртской республики, актер театра Михаил Слотенкин, вам предоставлю слово, и актриса театра Эльвира Эвина. Главному режиссеру слово первое. Расскажите, пожалуйста, какие постановки вы ведете, какого числа, на какой сцене будет, на каких сценах, точнее, будет проходить, и микрофон. Ну, надо начать, наверное, с того, что это вообще ответный наш визит. Мы принимали ровно полгода назад осенью театр Камала. Вот, и тоже два спектакля были, прекрасные спектакли они привезли нам. Вот, был очень успешный такой визит, и содержательный, и разнообразный. И мы тоже хотим попробовать ответить тем же. Вот, хотим, уже привезли сегодня даму Пик, это, ну, понятно, что по Пушкину, такая наша версия Пиковой дамы. Вот, а завтра будет спектакль только для женщин. Ну, такая, в общем, милая, лирическая, веселая, разнузданная несколько комедия. Брутальная комедия, да. Вот, брутальная. Ну, не для только женщин должны пойти, что Нет. идет, там будут играть на сцене только мужчины, они будут какие-то специфические правила. Ну, не хочу спойлерить, но смысл в том, что мужчины, которые ну, как бы, долго без работы, они от безвыходности хотели попробовать себя в стриптизе. Что из этого вышло, вы завтра увидите. А вот там для женщин, для мужчин. Сейчас нет, у нас все строго. Значит, никаких ценностей мы не попираем. Что мы все-таки увидим на сцене? Ведь это уже, наверное, или на стадии того, Ну, слушайте, это в первую очередь забавная история про то, как мужчины становятся мужчинами, как они отвечают за свое слово, как они иногда очень сложным путем пытаются срулить и не делать то, на что они уже отважились. И все это для меня не, ну, как бы, сам стриптиз, это не суть исследования спектакля. Надо прийти и посмотреть. Конечно. Пока не посмотрим, будет можно. Последний раз когда вы были в Гостевине? В Казани были недавно, кстати, лет, наверное, 8, получается, назад. Вот, но мы не в театре Камала, а в другом национальном театре. Тинчурин. Да. То есть на сцене Камаловского театра вы впервые. Ну, я не уверен, что прям за всю большую историю русского театра это прям мы впервые. Ну вот за долгое время, за последние 10 лет точно. Хорошо, вам это первый деньги. Мы стартуем в первый раз. Отлично. Скажите, пожалуйста, у вас здесь есть национальное вообще огромное количество ваших земляков проживает на территории Республики Татарстан, вы с ними поддерживаете связь, и, возможно, это как-то очень, скажем, централизованно собираются. Ну, наверное, ну, как это, вот как раз Удмуртский театр он отвечает за такую, просветительскую и такую национальную именно миссию. У нас русский театр, и мы как бы международный. Вот, поэтому будет здорово, если кто-то из Удмуртов к нам пожалуйста. Мы все играем на русском языке, у нас драматический русский театр. Сегодня во сколько начинается? Сегодня в 7, по-моему. 19:00. А что касается связи с Казанью, то связь мы держим с выпускниками Казанского училища. Нашим Собственно говоря, русских артистов вот прибыло и еще прибудет со следующего сезона. Я вот уже посмотрел в Казанском училище выпускной курс и уже понимаю, что мне интересны некоторые молодые, так скажем, выпускники этого курса. Да, и уже у нас Александра Олдина, которая закончила Казанское училище и служит у нас на сцене Русского театра в Удмуртии. Ну, тогда, Александр, наверное, вам сейчас надо дать слово о своих ролях поподробнее.
особенно по завтрашний спектакль. Нет, Спойлерить вообще нельзя. Нет, я просто занята сегодня в спектакле «Дама Пик». У меня В роль. роли? Да, в роли Лизы. Воспитанницы графини. То есть я, если честно, очень переживаю, потому что я приехала домой. У меня здесь очень много друзей, моя семья живет в Казани. И для меня, конечно, эти гастроли — это большая ответственность и большая радость. Кроме того, я много раз была в театре Камала, я смотрела постановки, видела спектакли, я знакома с артистами, то есть это еще добавляет какой-то ответственности того, что я понимаю, кто придет к нам на спектакль, какой зритель в Казани, я имею представление. И, конечно, я пока даже не могу сформулировать, насколько во мне много разных эмоций сейчас. Вот. Не Будут ли знаю. ваши педагоги сегодня? Я очень надеюсь, что да. Пригласим. Да. А кого конкретно? Но я надеюсь, что Павел Александрович Густав придет сегодня на спектакль, потому что мы с ним переписывались, я вот ждала. Не знаю, еще мой педагог, мой мастер — это Лена Александровна Калаганова. Не знаю, как у нее получится или нет. Если не точно не вижу, точно все обсужу, расскажу, поделюсь, потому что мы связь держим с педагогами. Это большое счастье для меня, что я могу позвонить, обсудить, что-то рассказать, что они всегда поддержат, всегда как-то смогут что-то мне, не знаю, подбодрить, какое-то слово сказать. Вот. Очень надеюсь, что они будут, потому что это для меня очень важно. Потому что вот педагог смог оценить тебя уже на профессиональной сцене, не как студента, а как актера, как коллегу своего. Вам сегодня желаем удачи на сцене. Спасибо. Для вас это дополнительно. Михаил, вы в какой роли будете? Может, вы тогда про завтрашний Слушайте, я так перехвачу. Да, Мосток такой. Что касается волнения, оно какое-то невероятное. Такая ситуация, понимаете? Ты знаешь, что твои коллеги волнуются. И ты волнуешься в 2 раза сильнее за них. И да, еще на свое волнение накладывается еще волнение за своих коллег. Потому что я представляю, насколько действительно это важно, можно сказать, на родине, да, перед своей аудиторией отработать хороший спектакль. Это что касается сегодняшнего дня. Ну, сегодня уже скоро, 19:00, поэтому торопитесь, билеты, возможно, еще есть на месте. А что касается завтра, вы хотите прям про завтра, да? Ну, я понимаю, почему женщин интересует больше именно только для женщин. Слушайте, вы говорили, задавали вопрос о том, можно ли туда мужчин, да? Ну, безусловно, можно. Другое дело, что наблюдаешь, как они скучают, сидя, значит, там, как они большинство, конечно, ревнуют. То есть они приходят с дамами, которые там функционируют и все как бы проживают. Там мужчина, Ну, то есть они скучают, потому что им больно. Да. Видеть, как женщины их восторженно смотрят на этих наших прекрасных артистов. Да, мне знакомые тогда приходили. Злорадство прям прозвучало слегка. Вот из других очень. Слушай, ну, на самом деле мужчин там немного ходит, но Ну, вы есть. советуете, допустим, все-таки семейным парам? Ну да, конечно, каждый мужчина найдет там для себя тоже в какой-то степени, может быть, пересмотрит себя как-то. В какой роли будете? Я вообще не танцую, я менеджер. То есть вы пытаться, получается. Там, конечно, Ну, да. танцы и всякие там, естественно, интеллигентные, театральные раздевания, там, фильмы. Мы не будем. Ну, эстетически все красиво. Вот Саша, как с... Я фанат вообще этого спектакля, если честно. Я Рядом стилю с свою, женщиной. попросила купить билеты, у меня мама придет завтра. Не только на меня смотреть, но и просто вот на спектакль наши. Слушайте, они отличные друг от друга. Дама Пик по Пушкину, это классический. И завтра это для женщин абсолютно разные. И в этом прекрасна их прелесть. Да. Отлично. Уважаемые коллеги, наверняка у вас есть вопросы по этим. Да. Газета Татьяна Ефимова. Вопрос к Александре. У нас в театре Качалова много лет успешно идет пиковая дама, ваша Лиза. Чем похоже или наоборот совершенно другая? Я думаю, я видела спектакль, потому что я пока в школе училась, мы театр посещали не единожды. У нас вообще отличается спектакль. Нужно сказать еще, я думаю, что мы не только «Пиковую даму» взяли за основу, а еще и «Фауст».
пушкинская. И вот этот синтез, он удивительным образом работает. Так получилось, что это действительно является созвучием Герман, Фауст, ну, как бы, и это так, что графиня, и, точнее, Томский, он же Мефистофель, Михаил Николаевич исполняет 4 роли в этом спектакле, и у нас как бы графиня, нельзя сказать, что это история про вот старую женщину, это история про судьбу, про то, как сложно бывает справиться со своими желаниями, со своими пороками. То есть все крутится вокруг Германа, Фауста и Мефистофеля, который это все закручивает, вообще весь этот, не знаю, весь этот, как это правильно сказать, водоворот событий, да. Почему-то ассоциация с какими-то цирковыми, не знаю, бесконечными вот поворотами неожиданными. И Лиза в этом плане, конечно, тоже отличается, ну, точно от театра Качалова, спектакля, который там идет, потому что здесь она для Фауста выступает еще и своего рода Маргаритой. То есть мы об этом говорили во время постановочного процесса. Я не скажу, что это сейчас проявилось, как вот, ну, что есть, как мы можем найти прям такой буквальный отсылку. Но тем не менее внутри нас, как актеров, это все присутствует, существует. И она, не знаю, я не скажу, что она жертва этих обстоятельств. Я не скажу, что она мученица, но тем не менее. Я думаю, что нужно идти смотреть обязательно, потому что ну, вот, вы лучше сможете сказать, какая же она, чем я. Если еще есть вопросы, уважаемые коллеги, пожалуйста. Самый стандартный вопрос. Я просто зашла на сайт театра Камала, хотела посмотреть на кабинет. На самом деле, у вас там практически аншлаг. Поэтому наша беседа, она, наверное, будет носить такой не рекламный, а скорее, да, просто знакомство. Пару слов о казанском зрителе. Вот вы говорили, что вы все живые. Какие у вас впечатления остались с того времени и какие у вас ожидания на сегодняшний день? Я, можно я еще немножечко добавлю, учитывая, что буквально данный театр Камала был у вас с гастрольными. Какая реакция там была все-таки? Ну, у нас, во-первых, надо сказать, что так как театр Камала говорил на татарском языке, а у нас тоже большая татарская диаспора, и были бы сейчас община, и как раз были бы в основном носители языка, которые, видимо, к нам в театр не часто захаживают. И поэтому, там были, естественно, переводчики, какие-то там наушники и дублирующий перевод на русский язык. Но вот я по себе могу сказать, мне там сначала я слушал, но мне даже стало мешать, потому что язык, театральный язык, он вообще без всяческих там условностей на русском, на татарском, на удмуртском. Если хороший спектакль, то его понятно без текста вообще, без знания языка. Вот. И именно поэтому мне показалось, что это очень любопытный, очень театральный, очень как-то современно поставленный спектакль. Я просто, то есть, я не помню, что И это жизнь. И это жизнь, да, и это жизнь, да, отличный. И осенний отголосок на следующий день. У меня получилось такой первый спектакль посмотреть. Вот. А зрительски, все было очень успешно и однозначно как-то всепобеждающий театр Камала, так сказать, прозвучал у нас. У нас вообще очень любят гостей, на самом деле. Приезжают из Уфы, приезжали в прошлом году, у нас, да, теперь туда привозили. С Казани, театр Камала. Зритель прям, во-первых, билеты раскупаются сразу же, мгновенно. А во-вторых, у нас очень хороший зритель, который принимает, и какая-то, не знаю, какая-то очень душевная, что ли. Я думаю, как раз зритель более избирательный. Потому что, во-первых, на сцене театра Камала проходит гастроль очень многих театров. И это, правда, большая ответственность. То есть, малый театр, театр Вахтангова, и зритель, который приходит в театр Камала, он идет, точно за кадром. Он рассмотрен, да. И это, поэтому еще, да, ответственность. Но я на себя эту ответственность готова брать. Я считаю, что мы можем достойно выступать на сцене театра Камала. И надеюсь, что зритель нас примет, что нас полюбит.
Вот. Ну, Чтобы потому что у вас билеты раскуплены, мне кажется, Ну, мне звонили, говорили, да, что мы вот увидели, что вот русский театр в Удмуртии, это же вот ваш, да, мы купим, мы придем. Как бы даже такое было. Ко мне приехали мои друзья из Москвы специально, чтобы посмотреть эти спектакли. Потому что в Ижевске невозможно ни билеты купить. А то есть они приехали посмотреть в Казань. Да. У нас тоже есть в театре Камала один спектакль, на который невозможно попасть. Да, какой? Даже я пишу, говорю, привет, в чем мы не Берлин, да? Спектакль Сыцепы. У нас тоже такой. Но только для женщин месяца за 3, пожалуй, нет уже. На 8 марта они покупали, по-моему, в ноябре, да, в декабре или скупили, да, на 8 Только в марта. продажу выходит, мы не можем достать билет. Мы сразу пишем своим друзьям, покупай сейчас, покупай, не жди. Есть такая возможность, например, если спектакль кассовый, ставить его чаще. Он и так часто идет. Так. А, Больше 2 раз, к сожалению, нельзя ставить. То есть это правило. Да, да. Ну, есть довольно разнообразный репертуар, есть, ну, как бы нам надо обязательно, чтобы эксплуатировать тот или иной спектакль, нам надо обязательно хотя бы 1 раз в месяц играть, чтобы Это его минимум. потом не вспоминать. Потом, ну и, конечно, и отчетности. Нет, у нас такого рода успешных спектаклей очень много, которые идут с аншлагом. Но в Казани, получается, что здесь самая касса. Ну, наверное, скорее есть еще, ну, нам выбора не дали, мы привезли сюда 5, 7, 10. Только 2, поэтому сделали. мы привезли, наверное, более, как понятно, что они зрительские, по нашему ощущению, как-то интересно, так скажем. Но еще и они просто разноплановые совсем. Мне кажется, если честно, казанскому зрителю будет интересно. Ну вот «Пиковая дама» же уже много лет очень идет на сцене Качалского театра. Интересно посмотреть, сравнить просто. Она до сих пор идет, да? Я уверена, что в этом будет своя соль, свой интерес как раз зрителя, потому что у нас более емкий спектакль. Мы не убрали пушкинский текст, не изменили его. То есть все именно так, как написано. И достаточно, час 20 идет спектакль, и мы успеваем рассказать все, что есть. Ничего Даже не немножко интересно. больше. Даже немного больше, да. Связать его еще с Фаустом. Я скажу, что не только для женщин. В Казани тоже есть интерпретация разных этих. Мгм. Этой пьесы Golden Voice идет в театре на Булаке. На Булаке, да. Да. Вот. Вот туда точно надо заранее. Как это называют? Golden Voice. Но у них другая школа. Да, в один случай, да. В 11 вечера? Да, Сегодня пойдем? После нашего завтра пойдем. Мне кажется, надо и вас, а вас к ним, вот как вот так будет намного интереснее. Уважаемые коллеги, есть у вас еще вопросы? Если вопросов нет, то мы желаем вам успеха. Мы желаем вам удачи. Спасибо. И будем ждать вас почаще, уже не с двумя спектаклями, возможно, другие площадки, не только в театре Камала. И, соответственно, до встречи сегодня и завтра в 19:00 на спектакле Русского драматического театра Удмуртии на сцене театра Камала. Спасибо. Спасибо.